Согласно статистическим данным о таможне США, опубликованных в «Голосе Америки» 14 марта, 3237 импортных товаров были заблокированы в соответствии с законом о предотвращении уйгурского принудительного труда, который начал действовать в конце 2021 года. После таможенного контроля произведенных 1090 видов продукции выявлено, что допущенные к поступлению на рынок США 424 вида продукции конфискованы за связь с рабским трудом. 1723 импортных товара в настоящее время ожидают проверки. В соответствии с законом о предотвращении принудительного труда уйгуров, служба таможенного и пограничного контроля США требует от компаний, производителей и импортеров представления четких и убедительных доказательств того, что товары, импортируемые из Восточного Туркестана, не произведены с использованием рабского труда. Если это правило нарушается, то такие товары запрещено ввозить в Соединенные Штаты. Китайские власти, возглавляемые Коммунистической партией, пытаются разрушить историческую структуру Восточного Туркестана, оккупированного с 1949 года. В то же время подмена исторической биографии региона может привести ко многим изменениям в памятниках уйгурской культуры и является преступлением против человечества. Исторически сложилось так, что Карис, старейшая система подземных водопроводов, построенная в Турфанском районе Восточного Туркестана, считается одним из важнейших сооружений в истории мировой цивилизации. Каналы были огромными сооружениями, которые считались всемирным наследием и были построены турками-уйгурами в пустыне около 2500 лет назад. В новых видеозаписях, полученных из открытых источников 16 марта, выясняется, что 2800 каризов в Турфанском районе Восточного Туркестана, находившихся в 73-летнем плену Китая, были полностью уничтожены. В последнее время растут опасения по поводу близости TikTok к китайскому правительству и его владения пользовательскими данными по всему миру. После США и ЕС запрет на TikTok пришел из Великобритании. Британское правительство запретило использование китайской платформы социальных сетей TikTok на смартфонах и других электронных устройствах. Член Кабинета министров Великобритании Оливер Дауден объявил в Палате общин, что использование TikTok на смартфонах и других электронных устройствах запрещено. Министерство обороны Тайваня сообщило, что со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра вокруг острова обнаружили 26 военных самолетов и 4 военных корабля, принадлежащих Китаю. В заявлении министерства указывалось, что 15 из 26 самолетов пересекли воздушные и морские линии в Тайваньском проливе, который, как предполагается, ограничивает зоны влияния сторон, и пролетели в районе, который Тайвань объявил воздушной зоной идентификации обороны. Зафиксировано, что обнаруженные вокруг острова 26 самолетов и 4 корабля отслеживались электронными средствами, патрульными самолетами, кораблями и наземными ракетными комплексами. «Я боюсь, что здесь, в Израиле, разразится гражданская война», сказал бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц о растущих демонстрациях по всей стране против спорной судебной реформы правительства. Прошло 10 недель с момента организованных по всей стране массовых акций протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, ограничивающей полномочия судебной власти в Израиле. В рамках расследования преступлений, совершенных в Украине, Международный уголовный суд объявил, что выдан ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Алексеевны Львовой-Беловой по подозрению в совершении военных преступлений.